Мы вещаем 2 года всего. Вот. Мы являемся национальным каналом. По приглашению руководства и сотрудников телеканала «Миллет» представитель МИД Мария Захарова впервые побывала на крымско-татарском телевидении. За время экскурсии она осмотрела новостную и творческую студию, редакционные отделы и радио «Ватан Седасы». Впечатления самые лучшие. Особенно порадовал молодой коллектив, отмечает дипломат. Приятно поразило все, что я сегодня увидела, потому что новейшая студия, хорошее оборудование, все лица телеканала, они действительно очень молодые. Вот это и здорово, и потому что он начинает жить, мне кажется, вместе и с корреспондентами, и с сотрудниками. Они получили не что-то готовое, они сами создают, при этом сами взрослеют в профессиональном плане. И мне кажется, это очень интересно. Также Мария Захарова отметила, что приезжает в Крым просто потому, что ее приглашают крымчане, и на полуострове очень комфортно. Ее страница в социальной сети Instagram тому подтверждение. После каждого визита там появляются фотографии с местными пейзажами. Дипломат призналась, что больше всего из крымских достопримечательностей ее поразил Воронцовский дворец. Я была в Воронцовском дворце. Я не могу сказать, что это любимое место, но я была потрясена. У меня просто один из любимых, я не могу сказать, что цветков, но растений — это глициния. И там вот эти вот заросли глицинии, море, сам дворец, который построен, я даже не могу сказать, это какое-то соединение стилей, и парк. Я вообще люблю все, что связано с садом. Мне это мне очень нравится. Еще в начале сентября журналисты телеканала «Миллет» предложили Марии Захаровой уникальный проект. Он предусматривает проведение телемоста с иностранными журналистами, предоставляя прямую возможность прорвать информационную блокаду, а точнее увидеть жизнь в Крыму своими глазами. Идею представитель МИД поддержала, а сам проект уже в стадии подготовки. Это была инициатива вашего телеканала провести телемост с зарубежной аудиторией, с зарубежными журналистами. Мы готовы оказать содействие. И вот сегодня как раз оговаривали о том, как это могло бы быть. Конечно, понимаю, что будут и сложности, и трудности, но дорогу осилит идущий, поэтому вот это одна из форм коммуникации, возможности доведения информации непосредственно от людей на месте. Представитель МИД, руководство и сотрудники телеканала обсудили детали проекта и готовы к его реализации. Мария Захарова уверена, что разговор с иностранцами будет открытым. Энвер Аблязис, Алишер Алимов, телеканал «Миллет».